В 20 веке наш народ прошел через сложные и тяжелые испытания на пути создания своей автономии, начиная с 20-х годов прошлого века, когда были впервые предприняты серьезные шаги по организации административно-территориального определения Ингушетии, до переломных 90-х годов, когда была образована Республика Ингушетия в 1992 году и вновь восстановлена ингушская государственность. 20 января 1921 года была создана Горская ССР, в состав которой входила и Ингушетия. Но вскоре автономная Советская Социалистическая Республика распадается, а спустя 4 года, 7 июля 1924 года, образовывается Ингушская автономная область. В истории Ингушетии, безусловно, самым знаменательным событием это стало провозглашение Ингушской автономной области. Это качественно новый этап в процессе национально-государственного строительства Ингушетии, который, безусловно, подготовил почву для дальнейших изменений в истории Ингушетии. Этот период, который характеризуется изменениями в сфере образования, культуры, безусловно, во всех сферах общественной жизни происходили изменения. Ингуши всегда стремились обрести свою государственность, а тесные взаимоотношения с Россией начались еще в далеком 1770 году, когда был подписан договор о вступлении ингушей в подданство Российской империи. Пока после февральской революции 1917 года не свергли самодержавие и началась новая страница в истории всей страны и всех народов. Максимум, на что могли надеяться народы окраин, это культурная автономия. Что было, повторяю, в самых смелых мечтаниях таких вот передовых горских деятелей. Но события 17 года в очередной раз показали, что исторические процессы, они иногда приобретают стремительную динамику и преподносят вот такие неожиданности. И вот тот круговорот событий, который закрутился в Петрограде, он очень быстро докатился до окраин. И уже в начале марта 1917 года возникают и Временный гражданский комитет в Терской области, потом, как грибы после дождя, появляются национальные советы в горских округах, в том числе Ингушский национальный совет, который возглавил Сангирей Джабагиев, а комиссаром Ингушского округа стал его брат Магомед Джабагиев. И одновременно на протяжении весны 1917 года происходит вот такая вот кристаллизация. Те, кто выступил против большевизма и установления советской власти, вынуждены были эмигрировать. В структуре ингушской эмиграции, как и в кавказской эмиграции в целом, преобладает политическая составляющая. Крупными центрами горской эмиграции в 20-40-е годы стали такие города, как Берлин, Прага, Варшава, Париж. Нет точных данных о численности ингушских эмигрантов в связи с отсутствием графы национальности в миграционных документах. Иммигрантами были представители политической, военной, научной, культурной элиты ингушей, что предопределило высокий уровень социальных и культурных ценностей, созданных ими в зарубежье. Но в 1934 году, без учета мнения народа, Ингушскую автономную область объединяют с Чеченской. Так создается Чечено-Ингушская ССР. А в 1944 году народы депортировали, а ЧССР ликвидировали. И только лишь спустя 13 лет после возвращения на родные земли в 1957 году Чечено-Ингушская ССР была восстановлена. Уже в декабре 1991 года на всенародном референдуме подавляющим большинством ингуши проголосовали за сохранение статуса российского региона. Так, в 1992 году принят закон об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. Собравшиеся отмечают, на пути к образованию и становлению субъекта выпало много сложных испытаний. Сейчас 29-летняя Ингушетия – один из самых молодых и развивающихся регионов в составе России. Президент страны подписал распоряжение о создании оргкомитета к празднованию в 2024 году столетия ингушской государственности. Тогда, в 2024 году, 7 июля, наша государственность называлась как? Ингушская автономная область. Это, как говорится, начало. Будем надеяться, без конца. Сегодня мы можем со всей уверенностью сказать, никакой случайности в этом смысле нет. Нет необходимости нам чего-то доказывать. Ничего не надо доказывать, никого не надо призывать к ответственности. Просто есть факты исторические. Мы будем праздновать на федеральном уровне столетие образования Республики Ингушетия.
4 июня 1992 года вновь восстановлена ингушская государственность. Сегодня мы уверенно идем по пути своего развития. Каждый вносит посильную лепту в будущее региона. За последние годы сделано очень много для улучшения жизни людей, повышения благосостояния и решения социальных проблем. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24.